Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. В начале 1579 года в Бахчисарае всерьез обсуждали предстоящий династический брак крымского принца Адиля Герая с персидской принцессой. Сам крымский хан видел в этом союзе только перспективы. Шах был хоть и не стар, но болен и слаб. Его сын и наследник слишком молод, чтобы управлять огромной империей. А вот его брат Адиль вполне сможет взять на себя бразды правления. Смущало Мухаммеда Герая только родство с шиитскими сефевидами. Но шейх-уль-Ислам Крымского ханства успокоил Мухаммеда Герая, напомнив ему одну давно позабытую историю. В далеком 1426 году в Крым бежал Иоанн IV Камнин, сын императора Трапезунта. Он сумел убедить хана Крыма Девлета-Берди, родного дядя Хаджи Герая, поддержать его в противостоянии с отцом. Политический союз был скреплен браком между самим Иоанном и одной из дочерей хана. Но разве тогда сам Девлет-Берди и члены его семьи могли предположить, что через этот брак он станет прапрадедом шаха Персидской империи Исмаила I, основателя династии сефевидов? В браке трапезунского императора Иоанна IV Камнина и дочери хана Девлета-Берди родится дочь, известная в истории Деспина Хатун. Она выйдет замуж за Узун Хасана Баяндура, правителя Агузской туркоманской державы Ак-Куюнлу, и родит дочь Алемшах-бегим. Последняя станет супругой шейха Гейдара и подарит мужу сына Исмаила, которому было суждено стать основателем династии сефевидов и шахом Персидской империи.
По заверению шейх-уль-Ислама, в сефевидах все еще текла кровь правителей Крыма, а значит и Гераев. Поэтому брак с представительницей рода сефевидов позволителен крымскому принцу. В свою очередь, богословы ханства заверили Мухаммеда Герая, что сефевиды не всегда были шиитами. Изначально они были мусульманами-суннитами, и только в XV веке представители династии перешли в шиизм в целях легитимизации своей духовной власти в стране. В подтверждении вышесказанного на одной из аудиенций послы преподнесли хану рукописный сборник старой персидской поэзии на тюркском языке. По их словам, сборник принадлежал авторству средневекового азербайджанского поэта по имени Хатаи. Как объяснили представители шаха, для них этот поэт имел особое значение, так как под псевдонимом Хатаи был никто иной, как первый представитель династии сефевидов Исмаил I, далекий предок самого крымского хана. Но так видел ситуацию крымский хан. У супруги персидского шаха Хайр-ан-Нисы были свои планы. Она испытывала ненависть к Кызылбашам, ведь они мешали ее абсолютной власти. Заручившись поддержкой влиятельных сановников из таджикско-персидской группировки, она была намерена через крымско-татарских принцев пойти на сговор с османами. Хайр-ан-Ниса готова отдать Османской империи кызылбашские территории в Азербайджане вместе с Ширваном и Грузией, если османские султаны, крымский хан, помогут ей захватить власть в Персии и присоединить Хорасан. Но дело приняло совершенно иной оборот. Кызылбаши узнали не только о планах правительницы, распространился слух о якобы любовной связи между Хайр-ан-Нисой и Адилем Гераем. Эта сплетня буквально возбудила персидское общество и с каждым днем все больше и больше обрастала новыми пикантными подробностями. Но в действительности все было иначе, а именно придворных и из Кызылбашей настораживала привязанность шаха Мухаммеда Худайбенде к принцу Адилю. Поэтому они опасались, что если шах сделает Адиля Герая своим зятем, тогда татарский принц приобретет влияние в Персии и будет допущен к государственным делам страны. Не желая, чтобы чужестранец добился власти, они под предлогом его возможной скандальной связи с Шахиней организовали заговор. – 26 июля 1579 года Кызылбаши во главе своего вождя Пири Мухаммеда прибыли в Казвин.
Сломив охрану, они вошли во дворец и направились к шаху Мухаммеду Худабинде, которому выдвинули требование немедленно отстранить от государственных дел шахиню и ее таджикско-персидских сторонников, обвинив их в измене государству. Шах боялся больше жены, нежели разъяренных козылбашей, потребовал объяснений. Тогда Пири Мухаммед открыл шаху заговор его жены и принца Адиля Герая. Шах отказался в это верить и попросил покинуть дворец. Но козылбашские эмиры не за этим пришли. Они покинули покои шаха, но по заранее задуманному плану бесцеремонно ворвались в гарем. Пири Мухаммед хан объявил Хайр-Нисе о решении козылбашских эмиров, и не успела женщина что-либо произнести в свое оправдание, как несколько палачей накинули на ее шею шелковый шнурок и задушили. А после все та же толпа направилась по коридору в покое к Алге Адилю Гераю. В покоях Калги, кроме Адиля, находился и Мубарек Герай. Гази Герая по счастливой случайности не было во дворце. Принцы Адиль и Мубарек и их прислуга встретили козылбашей, вооружившись саблями. Завязался бой. Крымские принцы отчаянно защищались, однако это не спасло их жизни. Они погибли. Что касается Гази Герая, то он был взят под арест и на долгих 7 лет брошен в тюрьму Какаха. Так, из-за возможно надуманной любовной интриги, по утверждению козылбашей, мужественному и красивому принцу Адилю Гераю не было суждено заключить союз с Персией ни с Крымским ханством, ни с Османской империей. А в это же самое время мать Адиля Герая, хан Сугра Султан, в сопровождении большой свиты направлялась в Персию. Она везла с собой подарки и письмо крымского хана, в котором тот соглашался заключить политический союз между двумя правящими династиями. Весть о гибели сына застала ее на середине пути на Кавказе. Убийство 2 крымских принцев в Казвине стало поводом к новой войне Персии, Османской империи и Крымского ханства. В тот же 1579 год султан Мурад снова обратился к хану за помощью поддержать его в походе. И Мухаммед Герай согласился. Он сразу объявил, что поход возглавит его сын Саадет Герай и племянник Инаед Герай. Сам же он сейчас не может оставить страну по ряду причин. За почти 2 года своего правления хан значительно набрал вес, и теперь далекие походы были для него затруднительны.
Но не в этом заключалась главная причина. Его присутствие необходимо было в самом Крыму. Московский вассал время от времени вызывал опасения у Мухаммеда. Чтобы не допустить неприятных сюрпризов, которые происходили в правлении его отца, хан в 1579 году отправляет посольство к шведскому королю Юхану III. Мухаммед Герай хорошо знал о личной неприязни Юхана к Ивану, и главная цель посольства была заключить союз со Швецией и совместно осуществлять контроль за действиями московского князя как на севере, так и на юге. Посольство Крымского ханства в Швецию в 1579 году было не первым. Еще в 1556 году Девлет-Герай поддержал Швецию против проявления агрессии со стороны Московии. Юхан же согласился заключить союз с Мухаммедом Гераем и объединить усилия в случае необходимости. Но пока именно Иван нес потери в последней фазе Ливонской войны, и это устраивало все стороны. Кроме внешней политики, необходимо было урегулировать положение в собственной семье. Как только в Бахчисарай пришло известие о гибели Калги Адиля Герая, Мухаммед объявил нового Калгу. Несмотря на то, что у него были родные братья, он видел своим преемником только старшего и любимого сына Саадета Герая, Сираскира Восточного Ногая. А уже в качестве Калги хан планировал отправить Саадета в Персию. По этому случаю он созвал внеочередной диван. На него съехались все представители правящей династии. В торжественной обстановке хан объявил, что намерен провозгласить своим наследником Калгой сына Саадета Герая, как когда-то это сделал его отец Девлет-Герай. Но тут же против этого решения восстал Алп-Герай, младший брат хана. Алп-Герай приехал в Бахчисарай в надежде, что наконец его брат хан восстановит справедливость и передаст сан Калги именно ему. Три года назад именно он выразил открытый протест против назначения Адиля Герая и сейчас видел именно себя в роли престолонаследника и тем более уступать это место племяннику не был намерен. Хан попытался возразить, но Алп сумел восстановить против намерений хана бейскую верхушку. На этот раз хану пришлось подчиниться общему решению, и Калгой был объявлен властолюбивый Алп-Герай. Казалось бы, Алп-Герай добился своей цели, но удовлетворения титул Калги ему не принес. Он таил обиду и злость на хана и искал малейшие причины восстановить против него глав 4 родов.
Его усилия и интриги были безрезультатны. Еще была жива Валиде Айше Фатьма Султан, которая умело пресекала все попытки Алпа дискредитировать в глазах подданных репутацию Мухаммеда Гирая.